Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами сегодня, как обычно, встречаемся в программе «Диалоги о культуре». Напомню, что у микрофона для вас работает Сергей Пукст. За режиссерским пультом для нас работает Татьяна Василькова. Сегодня в гостях у нас скульптор, преподаватель, художник и даже человек, который пишет стихи. Мы можем назвать тебя поэтом? Можем, да. Можем. Денис Кондратьев. Здравствуйте. Да. Добрый день. Добрый день. И вот, но вот прежде всего, вот даже когда мы разговаривали предварительно, и мы, обсуждали, собственно, о чем пойдет наш диалог сегодняшний, помимо того, что ты являешься... собственно говоря, мы и пересеклись с тобой, когда конкурс одного стихотворения Георгий Барташ, который и ты сделал эксклюзивные награды для этого замечательного события, мероприятия. Сережа, можно перебить? Да. Да, пересеклись мы гораздо раньше. Само собой. Дело в том, что ты не помнишь, это «Клуб трех апельсинов», это 2000 год. Вы пели песни. Не надо вспоминать. Не надо. Да. Вот тогда мы и пересеклись, да. В принципе. Да. А Георгий нас уже более близко познакомил. Более близко познакомил, да. Напомню, что речь идет о персонаже Георгий Добро, который один из нас воплощает. Значит, и таким образом, но почему-то прежде всего, и ты, скажем так, обратил внимание на, так сказать, преподавательский аспект своей деятельности. То есть ты преподаешь в БНТУ и в Минском художественном училище, и преподаешь скульптуру и рисунок, что абсолютно логично. Я, будучи участником и учащимся Минского художественного училища когда-то, на не самой, скажем, престижной специальности, может быть, обработка дерева, кости, камни, тем не менее, я причастен был таинством рождения такой истинной художественной души. И вот я должен сказать, что и по примеру моих, скажем, однокашников, людей, которые сейчас живут в Дюссельдорфе и вообще разбросаны по миру, потому что курс был у нас очень яркий, был и Андрей Дурейко, и Максим Томенько, и Саша Александр Комаров, такой известный художник. А что? Асташов Андрей, да, конечно, скульптор, да, Кирилл Хлопов, то есть такие вот, в общем, люди сегодня даже из-за границы весьма заметные. Так вот, и должен сказать, что та атмосфера и среда, которая была именно образовалась в Минском художественном училище в тот удивительный переломный период с 86 по 89 год, когда мы все занимались, когда происходили какие-то совершенно невероятные события, когда менялись директора, и студенты даже влияли на этот процесс, то есть был просто невероятный бум вообще самоуправления, никто абсолютно не понимал, что происходит, и вот эта вот смена формаций, которая происходила чуть ли не каждые полгода, потому что это была перестройка, и все больше все это открывалось, и ты оказывался вовлеченным непосредственно во весь художественный процесс, который сегодня в основном изучают в такой исторической перспективе, то есть в основном рассматривают его, все эти Малевичи – это не непосредственно переживаемое событие, а это уже, такой исторический факт, там квадрат. А здесь получается, что в 87-86 году ты вообще впервые узнал, вся страна узнавала, и все узнавали про супрематизм, потому что это была совершенно закрытая тема, по большому счету. И мы все начинали его очень активно переживать. То есть, по сути говоря, мы жили вот в этом, просто пластически мы как-то были вовлечены непосредственно в открытие этой формы. Филонов, это тоже было открытие. То есть, и весь, по сути, русский авангард, и вообще авангард мировой, и масса пластических, этих вещей, они переживались, они тут же осваивались, и они осваивались абсолютно впрямую. То есть, и этот момент именно огромного такого острого эстетического переживания, он меня не оставляет до сих пор, и я до сих пор полагаю, что многие из моих однокашников, они, в общем, состоялись и создали, по крайней мере, очень серьезные и важные вещи как раз тогда.
И вот именно тогда, потому что тогда был самый-самый такой яркий и острый период. Там Тишин, Залозная преподавали, тогда Близнюк, не знаю, она сейчас, наверное, преподает, Алла Александровна, композицию в Минском художественном училище, но вот она была тогда, и она тогда, поскольку она была ученицей Хадыки, и это вот хадыкинское такое вот движение, ну, это невероятный преподаватель, который, ну, мы знаем, это довольно такая непростая история, и вот весь этот вот момент был нами так или иначе пережит. Так вот, я утверждаю и подозреваю, ну, согласишься ты со мной или нет, что самые важные открытия, которые связаны прежде всего с любовью к искусству, они происходят во время обучения. Вот насколько это верно, как тебе кажется? Я думаю, что данное высказывание имеет право на все 100% быть верным. Угу. Судя по моему собственному опыту, не только как бывшего ученика, потом студента, но и как нынешнего преподавателя. Вот, слово сказать, что я буду преподавать, мне это напророчили. Напророчил непосредственно мой преподаватель по скульптуре Борис Числавович Лазаревич. Очень интересный был человек, я думаю, что вы его тоже застали. Он у нас преподавал скульптуру точно так же. И он прямо сказал, что вот ваша дорога, сэр, это быть преподавателем. И во время преподавания, да, возникают именно вот те самые первоначальные, скажем так, ростки, когда сеется непосредственно преподавателем. Сейчас свою роль это достаточно ответственно осознаю, как я влияю на будущее поколение. Вот, и именно тогда, да, в момент перестройки я поступил в 91 году в училище, следом за вами, да, попал в тот же водоворот открытий. Было очень интересно. Достаточно демократическое правление, скажем так, было при Басалыге. Вот, у нас был директором. Я успел при нем еще и попреподавать. Вот, и все было перемешано, все направления, все течения нам ничего не запрещали. Не было, скажем так, в преподавании какого-то тоталитарного направления, как бывает, например, в музыкальной среде, вот, или в том же балете. Вот, это довольно строгие виды искусства, где шаг влево, шаг вправо, расстрел. Вот, а у нас это, в принципе, позволялось экспериментировать, вот, и искать, и во время преподавания, именно во время преподавания начинается с моей стороны, вот я почувствовал, что я на самом деле начал учиться по-настоящему. То есть в процессе, пока я был учеником, я получал определенную картинку мира. А в процессе, когда я стал преподавателем, я стал ее на самом деле по-настоящему воспринимать. Вот, посредством, опять же, наверное, немаловажную роль сыграла литература. Как ни странно. Но я думаю, что это не странно, это закономерно. Потому что, чтобы научить... А что формирует, что помогает? Литература какая? Я бы сказал, не просто, скажем так, философия, эзотерика там, или публицистика какая-то, или беллетристика. Нет, все вместе это имеет значение. Прежде всего, это пополнение даже элементарно словарного запаса, когда тебе необходимо сформулировать, выразить свои идеи посредством обыкновенных слов. Таких обыкновенных, необыкновенных слов. Ну, вот, и когда человек, мой ученик, например, я его заставляю, он приходит ко мне, показывает эскиз. Я спрашиваю, а что это? И он не может сказать, он говорит, что-то интересное, что-то мне нравящееся. А что конкретно, приходится, соответственно, с ним уже дальше рассуждать и вести наводить его на определенные мысли. И это проще, когда ученик, он достаточно быстро все схватывает, если он много читает. А лучше, если еще сам пишет стихи, пишет, хотя бы дневник ведет, где может формулировать свои отношения к миру, мысли, чувства передавать. Вот. Все это дополняет ясность, скажем так, в том, что делает человек на холсте, в глине, да, в графике.
Вот я читал такое рассуждение Леонардо, оно, в общем, довольно темное, как и многие места в его, как он сам, да, то есть имеется, вот, все-таки итальянец, вот, да, и, вот, но и там он говорил о том, что художник, который обладает вот этим вот пластическим талантом, но не может объяснить и не может рассказать, вот это... Ну, то есть, во-первых, да, во-первых, у него, да, изначально была Я им иногда козыряю перед студентами. Да. Вот Леонардо говорил, они тогда сразу, да, авторитет, потому что иногда ты не бываешь таким, ну, не становишься таким сразу авторитетом, те к тебе недоверчиво относятся. Как только говоришь, вот Леонардо сказал, все, никаких вопросов. Да-да-да. Потому что, и смотрите как... Да, и вот этот вот нюанс о том, что он все поверял математикой, то есть он же, ну, вот изначально говорил, что художник, который не знает математики, он может и дальше не читать, во-первых, но и, по его мнению, может уже дальше и не рисовать, собственно говоря, вообще ничего не создавать. Совершенно верно, я тоже с ним в этом плане вот не рискну спорить, я более того согласен, и, скажем так, даже на 100%, именно потому, что я считаю, что искусство, вот, искусство владения формой, да, пластикой, оно основано именно на математических просчетах, причем почти мгновенных. Вот то, что происходит в голове, сразу глянул человек на камень, например, и тут же выхватил оттуда мысленно образ, который он там увидел, и уже решение, как донести этот образ до зрителей, что оттуда надо убрать, чтобы получить этот образ более ясным, понятно, может быть, по минимуму, а где-то, вот как, например, из мрамора, Давида изваять, да, вот тоже надо увидеть там внутри, обладать вот этим мышлением образно-пространственным, когда необходимо из уже еще не обработанной глыбы мысленно высечь, а потом уже и практически уже гораздо проще на самом деле. Все упирается во время, финансирование, чего. Вот наша проблема, к сожалению. Вот мне, то есть, если финансировать меньше, то можно отсечь немножко поменьше. Можно поменьше, да. Можно как Генри Мур, так просто какую-то глыбу в целом оставить и немножко. Я понимаю, да, шутки шутками, но, к сожалению, вот эта проблема, то есть тема болезненная в плане сроков и финансирования, потому что населяющие современный город скульптуры не всегда хорошего качества, которого могли бы они быть, будь на то, скажем, так сказать, некоторые, ну, скажем, времени чуть побольше. Сколько делался тот же Давид Микеланджело? Там, сколько там, я, честно говоря, не помню, 2,5, сколько, 2 года я делал. Не знаю. Нет, долго достаточно делалось. Вот при этом это не мой пример, поэтому я не могу рассуждать. Да. Мой пример, и я тут накрылся с этим примером. Но единственный нюанс, что ведь... Но не к праздникам, извините, сэр. Обычно у нас как? К праздникам, чтобы было готово. Вот. А до праздников 10 дней. Там. Ну, естественно, качество... Насколько вообще вот душа взыскует вот этой эпохи Возрождения, когда, во-первых, полная вера в гения была, да, то есть человек, ну, то есть Леонардо гений, и все, понимаешь, и он может не заканчивать заказы, тянуть, проваливать сроки работ, понимаешь, как бы брать еще денег, ну, потому что уже ж не хватает. Гордо, причем так еще с презрением там к этим деньгам. Да-да-да, то есть просто снисходя до того, что ты ему что-то даешь, да, потом... Ну, и все, и при этом абсолютно все, ну, тебе прощается, ну, как минимум, очень много, иногда почти даже, все. Честно говоря, даже иногда и убийства, да, вот это в то время прощались, ну как, ну, можно было, по крайней мере, сбежать к другому правителю, да, он тебя брал под крыло. Ну, у него же жизнь была достаточно активная, он переходил там, территориально, географически перемещался довольно часто. Да, и так вот, и я просто к тому, что это такая мечта современного, когда сегодня, ну, в эпоху условно называемую новым средневековьем, ну, уже лет 30 как, да, об этом говорят и все время рассуждают о том, что опять художник в такую функциональную какую-то роль поставлен, то есть то, что скажут, то и сделал, или ты не сделал, так ты, ну, типа, и уже ни о какой гениальности, просто исполнитель, функционально раз,
И все. Собственно, поэтому мы и говорим об этом о плодотворности периода творчества, потому что... Особенно в зарождении его, когда он только-только вот поступил, человек, да, и он открывается для себя новый мир. Именно в этот момент он проявляет себя, то есть осознавать начинает себя как творец. К сожалению, потом это потихоньку может и затухнуть. Вот он превращается в функциональную какую-то деталь организма какого-то, да, города того же, там, когда ему заказ дают, и это радость такая у художника, деньги, будут деньги. Вот первая мысль, будет чем оплатить мастерскую. Вот это печально, честно говоря. А в свете последних событий, когда Цеслера с дивана согнали, да. это тоже было очень, очень... Для меня это был шок, честно говоря, да, потому что у меня в мастерской тоже есть средства, так сказать, полежать. А чего вы там лежите, собственно? Это простой вопрос. Вы же должны все время лепить что-то, да? Все, постоянно. Руки все время чем-то заняты, чтобы ни в коем случае мы не делали чего-то нехорошего. Да. Но мы делаем только хорошее, я уверяю, да. Эта мысль понятна, а мы перейдем на такой более, ну скажем, более художественный аспект, да, этой проблемы. Вот я хочу вернуться в 91 год, когда поступал ты непосредственно, и когда ты... Вот тебя что-то впечатляло? Ну, то есть, может быть, тебя что-то впечатляло и раньше? То есть, понятно, что ты просто, в принципе, начал заниматься визуальными искусствами по какой-то причине. Что-то послужило толчком. И вот каков был путь становления, что явилось толчком для тебя? Вообще, либо начать рисовать, либо может быть, сразу воять? Сразу в армию, я думал, сейчас скажут. Вот у меня была цель именно сначала начать рисовать, а потом уж как Бог даст, в армию, так в армию. Вот толчок, мне, наверное, не знаю, повезло, не повезло, но я родился в семье творческой, соответственно, мама художник, папа художник, оформители. Вот я понятия, кстати, о скульптуре вообще не имел. Вот пока я поступал на живопись. Вот, я поступал 2 раза. Первый раз я сдал все на отлично. Диктант 2. И закрыто. Потом я пошел учиться, стал учиться языкам. Целых 2, там русский, белорусский. Мощно. Выучил. И уже сдал на 4. Вот, но чуть-чуть было похуже со спецами, поэтому мне сказали, вот ты на живопись уже не проходишь, а жалко, такой симпатичный молодой человек, у нас мало, говорят, симпатичных молодых людей, давай беги, подавай документы на скульптуру, там недобор. Так я оказался на скульптуре, и очень понравилось. И первое впечатление, какого художника скульптора узнал, это Эрнст Неизвестный. Именно, он в первую очередь, наверное, оказал какое-то влияние визуальное, на меня. Даже не Микеланджело, тоже я в то время еще о нем ничего толком не знал, а более ведь современный товарищ Эрнст Неизвестный. Вот. Потом, со временем, уже в институте, наверное, я познакомился с творчеством Шемякина. Тоже достаточно интересный момент перехода пластики от реалистичной к гротескной каким-то формам. А потом, если живописцев брать, то на меня влияли, конечно, импрессионисты, как на всякого молодого человека, который живет бурными чувствами какими-то не знаю, там много было в студенческие годы. Конечно. Да, и романы. Да. Вот, и тогда импрессионизм... Об этом во второй части программы поговорим обязательно. За стеклом. Да. Было интересно. Сейчас я бы не сказал, что на меня влияют сильно импрессионисты. Как раз таки я больше, наверное, как раз возвращаюсь к той тоске по классике, по сделанности, по мастерству, и при этом по мысли, как говорил Леонардо, тоже надо соединять и науку, и творчество. Вот тогда вы достигнете таких высот, что ваша работа, пусть она будет одна, там кто-то сделает 10, 20, 30, и они пропадут в вечности. А ваша работа останется именно потому, что вы ее так долго и тщательно обдумывали, рожали, соответственно, воспитывали, растили. Некоторые вещи интересны, скульптура. Со мной некоторые вещи растут, то есть они, появившись еще в эпоху
моего студенчества сейчас преображаются и в моих глазах. То есть это не то, чтобы переделки, это постепенное дорастание, скажем так, до определенной формы, которая уже приобретает смысл именно, вот как я вначале говорил, с точки зрения формулировки слова. Вот. И в этом плане мне открываются новые стороны и собственного искусства, искусства прошедших лет. Искусствоведение в этом плане, конечно, тоже для меня вдруг открылось новыми красками. Потому что раньше я как-то так снисходительно, что ли, с презрением относился к искусствоведению в эпоху своего, опять же, студенчества. Но вот сейчас совершенно другое отношение. Это люди, довольно сильно влияющие на развитие искусства, на самом деле, и очень нужны. А насколько правомерно это влияние? То есть, поясните свой вопрос. Это мы даже буквально в прошлом интервью мы говорили об этом, что какой-то искусствовед, там какой-то Гринберг, да, вот он определенным образом формирует, вообще понимание искусства, потому что он как бы обывателю объясняет, а художник движется по тому руслу, который прокладывает искусствовед. Скажем так, да. И вот этот вот момент, мне не кажется, даже всегда, с точки зрения искусствоведа, да, тут я как преподаватель, в принципе, я выступаю как искусствовед для своих учеников, потому что они обладают меньшим опытом, в том числе и визуальным. То есть меньше входят на выставки, меньше знают художников и так далее. Мы здесь не должны путать арт-критика и искусствоведа. Я думаю, что вот здесь скорее всего, у меня но вот он этот формирует все-таки философское какое-то обоснование того или иного художника. Потому что иногда сам художник в силу своей занятости, опять же, той же на двух стульях не усидишь, честно говоря. Конечно. Все невозможно знать, скажем так, человеку, который постоянно чем-то занимается и должен, чтобы двигаться дальше, именно в эту точку бить. Скажем, скульптор, да, должен, соответственно, заниматься пластикой. Живописец, там, соответственно, цвет, отношения этого цвета с пространством холста. Вот. А искусствовед, он помогает нам, художникам, понять самих себя. Через призму, опять же, своих собственных рассуждений. Да, мы где-то не согласны, но так это же хорошо. Это же, в принципе, когда человек нас начинает раздражать, вот, а некоторые искусствоведы очень раздражают, это значит, что мы движемся, что мы готовы на дискуссию. А когда вот равнодушие, это, я думаю, в любой сфере плохо. Это вот как бывает даже, что в режиссуре, например, Сокуров, он говорил, что ему очень помогает Ямпольский, как философ. И, в принципе, он, автор, он просто анализирует творчество Сокурова, и таким образом он помогает ему самому понять, собственно говоря, что он такое сделал. Что он такое сделал. Потому что есть какой-то момент, который он для себя формулирует, скажем так, полуфизиологически. Дело в том, что, создатель – это же такое, это немножко и физиологический процесс, потому что ты вовлечен физически просто, и у тебя… Здесь масса соединительных таких тканей, да, как и здоровье даже влияет, и настроение с утра встал не с той ноги. И окружение, собственно, формально тебя сегодня вот рядом с тобой, да, хочется пойти и что-то слепить. А рядом с кем-то хочется пойти и кого-нибудь убить. Понимаешь? Вот хорошо, что ты не рождаешь таких желаний, да, пойти кого-то придушить. Вот. А наоборот, вызываешь творческие какой-то, зажигаешь запал. Так и вообще таких людей вот желательно, чтобы было побольше, особенно рядом с молодежью, которая зажигали бы желание творить, а не созидать, а не разрушать. Насколько в молодежи присутствует это желание сегодня? Мне вот так повезло. Если динамика уменьшения, может быть, как ты видишь, или это просто такой морфирующий процесс, когда вот это желание, оно преобразуется таким образом, что сегодня очень часто ты видишь такие лица, они роются в телефонах, они заняты абсолютно странными. Вот лучше, что они роются в телефонах, чем в моем детстве, когда они шастали по дворам и вылавливали из другого района товарища, и шмонали карманы и так далее. То есть тогда это было, и заняться вроде было нечем. Прошу прощения, я немножко не выключил телефон. Ничего страшного. Можно ответить, мы подождем. Уже, я уже его отрубил. Пускай потерпит. Я сейчас выключу звук. Да. То есть ситуация, в этом плане ситуация стала безопаснее просто, хотя бы чисто физически. И кардинально меняется молодежь. То есть и в сторону ли
плохого не думаю. Вот на самом деле больше стало творческих, а больше появилась возможности самовыразиться. Не где-то в лифте взять, все-таки сейчас случается, да, новый лифт поставит, и тут же там кто-нибудь что-нибудь нацарапает. То есть есть такой момент, желание что-то сделать, как-то себя обозначить. Но, по крайней мере, есть теперь Инстаграм, да, есть теперь возможность выложить туда. Царапать эти слова там. Слова там царапать, да. И находить там, собственно, своих единомышленников. И появилось много именно направлений, даже творческих новых. Да? Насколько преобразуется сама скульптура, ее феномен? Потому что ведь просто меняются технологические способы самовыражения. Довольно консервативный вид скульптуры, ну, если в ее классическом, ну, в нашем обывательском представлении есть, ну, то есть, что это камень, его надо ваять, и все делается. Существует страх у нас, да, что у нас заменят станки, которые, да, 3D-станки, которые уже сейчас... Просто на принтере взял. На принтере делают, да. Просто хорошие резцы туда вставил, и дешевле, да, чем руками, и все. Но выглядит это пока, по крайней мере, может быть, а когда-нибудь технологии дойдут до того. В любом случае, все равно человек управляет машиной. Раньше говорили, вот что это на компьютере ты взял, да, сделал без души, это не тот рукой давай. Вот. Но, конечно, прежде чем сделать на компьютере, надо уметь рукой. Руки связь моделируют между, то есть создают связь между воплощением и мыслью, то есть мозгом. Вот. И, собственно, когда ко мне приходит ученик, первое, что я ему говорю, что творчество, как в принципе любое дело, это процесс мышления. И ты непосредственно занимаешься не просто копированием реальности, а ты таким образом ведешь, ну, скажем так, тренировку своего мозга, ты его тренируешь, анализировать пространство, вот, понимать это пространство. И без понимания никакой компьютер, никакая технология не поможет создать действительно нечто вдохновляющее человека на созидание. Вот мне кажется, что только на разрушение можно настроить сейчас, пока этими принтерными поделками, вот то, что предлагается. Разве что, скажем так, те же надписи, да, пожалуйста, там можно шрифт загнать и на памятнике этот шрифт выбить или отлить, или вырезать, соответственно, на станке. А слепить образ, создать образ, все равно нужен художник, нужна мысль. Вот. Пока машины не научились мыслить, не пришел терминатор, я думаю, пока еще можно дышать, да, свободно. Вот. И бороться за свое существование, прежде всего за существование своей собственной мысли. Но вот то, что сегодня, например, вот целый ряд проектов, ну, которые я вижу, вот смотри, очень часто, ну, уже в музыке это довольно давно длится, в изобразительном искусстве я просто, ну, я тоже удивляюсь, но мне это все-таки еще как-то пока объясняют, но, ну, какие-то вот моменты о том, что художник производит буквально, да, там 2-3 движения, телодвижения или художественных жеста, да, как их можно назвать, но мне объясняют, что это вот большая работа, потому что он учел контекст, он попал, ну, в определенные обстоятельства, да, то есть и он на самом деле большой художник просто потому что... Но я вижу, что здесь просто отсутствует вот эта вот сконцентрированная, сгущенная мысль художника. То есть я вижу, что есть какой-то процесс, который он обслуживает, но это... Не художественное произведение. Согласен. Да. И вот для меня мир, вот, ну, как бы люди делают какие-то вещи, там, и я понимаю, что это не художественное произведение. Люди скорее экспериментируют, они находят какие-то возможности выражения, но с помощью этих возможностей нужно высказать, ну, как мне кажется, какую-то сконцентрированную мысль, да, идею, да. И она должна быть как-то проявлена так, чтобы она меня убедила еще и, ну, как-то и визуально, пластически, звуково. Но вот очень часто я вижу больше
бумажек просто. Вот пишут экспликации и все. А я думаю и надеюсь, что это влияние масс-медиа, прежде всего. То есть именно мы живем в эпоху, когда информация настолько легко доступна. Если раньше надо было в библиотеку пойти, что-то там откопать, фотографию какую-то. Сейчас, пожалуйста, в интернет зашел, все тебе на ладошке. Вот. И, соответственно, больше просто визуально мы наблюдаем вот этого мусора, шлака. То есть элементарно просто рабочего какого-то материала, который еще не достиг определенного пика, вот, чтобы зазвучать именно как мысль, вот, материализовавшаяся. Вот. Раньше, в эпоху, опять же, Возрождения, да, тогда же не было такой коммуникации, соответственно. И вот почему мы знаем только считанные единицы, гиганты, да, вот, Микеланджело, Брунеллески там, и так далее, Бернини. Вот, и все они энциклопедисты, все архитекторы, не просто художник. Да, и архитектор вообще, я своим архитекторам говорю, ребята, они мне задают ученики, извиняюсь, что немножечко так отхожу от темы. Конечно, конечно. Ученики задают мне часто вопрос, а что вы от нас так, именно в БНТУ, архитекторы, что вы от нас так требуете? Мы же не художники. Вот, ребята, говорю, здесь вы сильно ошибаетесь. Вы художники с большой буквы. Мы живем в том пространстве, которое вы создаете. Оно нас, людей, моделирует. Это камертон человека. Создадите, извиняюсь, сарай, мы будем жить как в сарае. У нас будет такой же менталитет. Вот, создадите дворец. Это не значит, конечно, что мы будем хорошими людьми. Это другие еще, масса других аспектов на нас влияет. Но все-таки это уже к чему-то будет нас обязывать быть, соответственно, на уровне данной архитектуры. Вот, поэтому я думаю, что проблема именно в том, что мы просто на глазах сейчас много видим вот этого шлака, а раньше элементарно он просто оставался, он не мог подняться, потому что о нем нечего было говорить. Вот, о нем некому было говорить. И радио не было, и вас не было, Сергей. А вот если бы были... Это хорошо, это шпиля. Нормально, да. Ну вот это, я сразу вспоминаю фразу Мамонова по поводу вот этого высказа, что потолочек 1,20 м, и людишек таких же вырастили. Вот, это из фильма «Такси Блюз». Это вот как раз... Очень похоже, да. Как раз о роли архитектора, да. Определенный потолок, и это даже роль архитектора не как архитектора, который создает здание, а роль архитектора вообще, ну скажем, тех, кто формирует пространство, это государство, собственно. Это роль архитектора, который растит свой электорат, да, своих жителей. Вот, и, соответственно, уровень наш во многом также соответствует уровню государства на данный момент. Слава богу, мы вроде бы как на месте не стоим, застоя никакого нету. Другое дело, что нужно каждому жителю этого государства некоторую долю ответственности по формированию этой архитектуры брать на себя. Вот, мне так кажется. В данном случае я стараюсь это делать посредством преподавания. Ты путешествуешь? Вот ты да, время от времени бывает. Ага. Да. И вот что-нибудь... В Италии был в 17-м году. То есть успел, проскочил, да? Слава богу, да. Потому что мы бы с тобой сейчас вряд ли беседовали, как ты понимаешь, да? Вот. Или я бы просовывал тебе микрофон в какой-нибудь бокс. Дырочку. Да. Вот. Но вот, когда я был в Риме, да, ну, 2 города, в которых я хотел умереть, будучи очень молодым человеком, я был Санкт-Петербург, Ленинград, по-моему, еще тогда даже, в 87 году, 15 лет мне было. Вот. И Рим, 2-й город, где все удивительно органично, потому что, вот, конечно, я был в центре, конечно, я был в туристических местах, естественно, я был в самом-самом прекрасном Не могу похвастаться ничем иным, я тоже ездил автобусным туром, прошел все те же дорожки, наверное. А вот те новостройки, которые показывают неореалисты, я их как-то не увидел. То есть, ну, вот эти бетонные коробки, действительно довольно страшные, которые мы видим. Так это, наверное, просто твой мозг не хотел их видеть, это все. То есть, знаешь, как и говорят, пока иногда же так и очки ищешь, которые у тебя на глазах, так сказать, ты их не видишь. Так и здесь просто отсеивает ненужную информацию.
Зачем? Когда есть собор Святого Петра, да, когда есть эта площадь, когда можно выйти туда, к этой колонне, да, и ахнуть просто. А меня поразили даже памятники вот муссолиниевские, вот, потому что настолько органично они вписаны в этот весь... Идеей двигалось просто искусство. А когда есть идея, тогда есть, когда есть что сказать, тогда, вот как мы, возвращаясь немножко назад, вот тогда искусство действительно становится искусством. А когда нечего сказать, когда ведется эксперимент, поиск, это еще не искусство, конечно же. Вот это все так, как сказать, штампы, да, клише. Разве это искусство? Когда человек зацикливается, то тот же, к сожалению, некоторые и художники, те же и в кинематографе, и в музыке тоже есть таких людей. Как-то я не очень хорошо выразился, то есть коряво сформулировал, но поняли мои мысли. Мы поняли. Да. Скажи, пожалуйста, вот у нас есть вообще, ну, как мне кажется, что есть определенный вопрос и проблема у современного образования, потому что в советское время, ну, делали... Вот твои мама с папой были художники-оформители, сегодня ты дизайнер называется, ну, наверное, я так думаю, что да. Но секция в Союзе художников есть оформительская. А, есть, да? Есть, есть дизайнер, есть да. И, ну, просто я к тому, что, в общем-то, раньше были государственные заказы, была система определенного идеологического обслуживания, ну, в советское время. И, естественно, необходимы были специалисты, которые должны были эту идею воплощать. И эти заказы выполнять государство. Такие заказы были достаточно высокого уровня. Я имею в виду, выполнение было высокого уровня. Потому что, опять же, тоже попробуй плохо выполни. Естественно. И вот момент вот смены задачи художника, который... И, соответственно, уровень навыков и те навыки, которые человек приобретает в результате обучения, и вот, очевидно, они должны меняться, ну, поскольку сегодня ты просто выходишь, ты свободный художник. Понятно, что есть, например, определенный заказ, ну, или определенная потребность в реалистическом изображении человеческой фигуры, ну, и вообще каких-то объектов. И, соответственно, нужен человек с классическим академическим подходом, пониманием формы, ну, и того, как это делать. Мне кажется, это не проблема. То есть, то есть, если заказ требует... Вот есть даже в озвучивании, например, я сейчас участвую в конкурсе на создание памятника Лученку, Лученку надмогильного. Вот. И, соответственно, там и тоже было и в конкурсе на создание памятника Острожскому Константину Ивановичу в городе Дятлово. Вот. Там я 2-е место занял. Приятно, да, но заказ, к сожалению, да, ушел к другому. А сейчас еще есть шансы Лученка. Там везде прописано, в лучших классических традициях требуется скульптура. Вот. Соответственно, требуется, то есть, прочтение темы именно с точки зрения реалистической пластики. Вот. Да, можно что-то там свое привнести, дать какую-то идею, предложение, как предложение. Но в целом любой художник, он, который хорошо учился и учил анатомию, он может сделать, соответственно, воплотить определенную тему с соответствующими необходимыми формами реалистическими. Вот, поэтому я не думаю, что здесь проблема. Тут другое дело, что хочет художник или не хочет, это уже второй вопрос. То есть некоторые просто скучно этим заниматься. Да, вот он уже вроде как в этом все понял или говорит, ну это может быть фотография, вот 3D-станок может это сделать. А вот мне интересно так. Вот. С точки зрения этой какой-то я когда-то формулировал собственное кредо. Вот. Но потом, честно говоря, я все больше возвращаюсь, как уже говорил, к реалистической скульптуре. Мне это интересно. Оказывается, человек в себе таит, его пластика стоит в себе, по-моему, нескончаемые пластические мотивы вот, по выражению различных чувств. И какой бы скульптура реалистическая ни была, автор, разный автор, да, он, соответственно, наделяет ее своим видением, своим миром. Поэтому она не приедается. Вот как интересно. Помимо эпохи Возрождения, ну, которая, наверное, ну, просто мы несколько раз к ним возвращались, говорили именно об этих мастерах, какие еще периоды
ну вот, можно назвать вершинами, ну вот, скажем, в реалистической скульптуре? В реалистической? Допустим, в реалистической, да. Ну, греческое, конечно, архаическое искусство. Там... То есть искусство с тех пор, оно шло как-то... по нисходящей, как тебе кажется? Нет. Ну, это очень глупое замечание, прости. Нет, почему? Оно имеет право, потому что раз оно возникло, значит, есть определенные какие-то тенденции. То есть что-то повлияло на формирование вот данного вопроса. Кофе кончился. Нет, мне твоего не надо. Да, спасибо. Так. Но нет, я не думаю, что... Какой вопрос был? Вопрос был о том, какие еще вершины, кроме эпохи Возрождения, ну, реалистической скульптуры, да, в истории. Ну, может быть, хорошо, вообще скульптуры для тебя, то, что для тебя важно. Именно, то есть уже не просто реалистическое. Да, хорошо. Да? Угу. Мне очень интересна скульптура, скажем так, Франции. Угу. Франции именно не эпохи Возрождения, именно там более современные авторы. Но это любопытно. Вот опять же, просто путешествуя с обычным этим нецеленаправленным туристическим туром, автобусом, любопытные решения именно современные присутствуют во многих городах. Вот, именно, к сожалению, я авторов не знаю, вот, но то, что я видел, да, меня поразило. Ну, если говорить более таких общеизвестных, это Роден, ну, это же не такое современное, я имею в виду именно конечно, сейчас, да. То есть я бы не сказал, что сейчас оно в каком-то занепаде. Нет, наоборот, как раз сейчас подъем очень любопытный в Европе. Вот, много художников интересных. Вот. Роден для меня такой живописец в скульптуре. Вот. Он тоже в какое-то время я особо его не понимал, сейчас больше... не понимал? Сейчас больше таким... не понимаю. О, да? Нет, но сейчас, если раньше, да, на самом деле, да, как я воспринимал его именно как некий экспрессионистический мазок, такой, крупный такой, как у Ван Гога того же. Вот. Но, знаешь, что я для себя открыл? Что, зная не только произведения, а читая, например, элементарные вещи, такие как биографии, вот, письма и тому подобное, в частности, вот Ван Гога недавно заново опять же для себя открыл, вышел хороший двухтомник его жизнеописания, вот, буквально чуть ли не поминутно там все расписано, интересно очень. И начинаешь глубже понимать причину возникновения той или иной работы и того или иного направления. И, соответственно, даже влияние окружения на того же Родена, как повлияла Камила Клодель, да, как повлияла... Вообще роль женщины, да, видишь, тут даже в том числе и для Ван Гога это болезненная тема была. Это постоянная и проблемы со здоровьем, вот, и в то же самое время вот это одиночество, неустроенность, он всегда хотел семью. Вот, и через это, соответственно, выплескивал все на холст определенные свои желания, мотивы, зашифровывая их, скажем, в ветке дерева там, или в тех же ядоках картофеля. Это все его собственное переживание, связанное с тем, что он наблюдал вокруг себя. Вот. И когда начинаешь вот это все узнавать, на самом деле заново начинаешь понимать, то есть как бы открывать для себя того или иного художника. Жалко, у нас заканчивается эфир, да, вот так только вроде бы, раскрылись и начали вот уже идти немножко глубже, да, вообще в природу. Зовите еще? Да, то есть, очевидно, разговор не закончен, очевидно, разговор, как всегда, жестоко прерван, да, так сказать, эфирной сеткой и судьбой. Всего лишь. Вот. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. У нас был удивительный собеседник, скульптор Денис Кондратьев. У микрофона работал Сергей Пук, за режиссерским пультом ДНС работала Татьяна Василькова. На этом мы прощаемся с вами. До свидания.